were described. Посмотрите, как описаны христиане. Notice in verse 2 Второй стих that отметьте, they love themselves. что они любят себя, They become самолюбивы. lovers of themselves. Они стали любителями себя. Notice it says that they're lovers of silver. Второе говорится о том, что они сребролюбивы. The believers have become materialistic. Верующие стали материальными. They have put themselves first. Они поставили на первое место себя. They put material things first. Они поставили на первое место материальные And you're ценности. seeing that in your own lives. И вы видите это в своей собственной жизни. You're seeing that today. Вы видите это сегодня. Notice it describes in verse 4. Заметьте, что описывается в 4 стихе. At the end of verse 4. В конце 4 It стиха. says that they are lovers of pleasures Говорится о том, что они более сластолюбивы, more than lovers of God. нежели боголюбивы. If we were all honest in this room, Если бы мы были все честными, we здесь, understand this battle in our hearts мы понимаем эту борьбу в наших сердцах between money and materialism между деньгами и материализмом and the pleasures of this world и удовольствиями этого мира and our love for God. и нашей любовью к Богу. And if we were honest today, Если бы мы были честными сегодня, we understand the fight that we are in. мы понимаем ту борьбу, в которой мы находимся. Notice in verse 5, Заметьте в 5 стихе. it says they had a form of godliness. Говорится о том, что они имели вид благочестия. It means they looked the part. То есть говорится о том, что они выглядели там, They acted the part. они вели себя так, But there was no power in their life. но не было силы в их жизни, There was no dynamic in their life. не было динамики в их жизни. Are you missing that dynamic in your life today? Не хватает ли вам этой динамичности в вашей жизни сегодня? That dynamic is the Holy Spirit of God. И эта динамичность дается с Духом Святым. That dynamic is the Word of God. Эта динамичность — это Слово Божье. And when you give me a man or a woman, И если вы даете мне мужчину или женщину, and the Holy Spirit is inside of them, и внутри него живет Дух Святой, and you bring the Word of God to that individual, и вы даете этому человеку Слово Божье, there is a fruit that is produced. тогда вы будете наблюдать плод, который приносит. There is life and there is power in that life. Тогда есть жизнь и есть сила в этой жизни. But these people described for us here, Но те люди, которые описаны для нас здесь, they had a form of у godliness, них был вид благочестия, but no power in their life. но не было силы в их жизни. And notice what the Bible says in verse 5. Заметьте, что Библия говорит в 5 стихе. It says that you need to turn away from these kind of people. Говорится о том, что таковых удаляйся. Notice in verse 7, Заметьте 7 стих. they're always learning, Они всегда учатся, but they're never able to come to the truth. но они никогда не могут подойти к истине. Notice in verse 8, 8 стих отметьте. they like to resist against the leaders. Они любят противостоять руководителям. They resist the truth. Они отрицают истину. They don't follow the scriptures. Они не следуют Писаниям. They would rather follow other people's ideas. Они бы лучше следовали мыслям и идеям других людей. They would rather follow other men. Они бы лучше следовали за другими людьми. This is what we need to follow. Но вот зачем нам нужно следовать. This is what God has given to us. Вот что нам Бог дает. This tells us what is right. Вот что нам говорит, что есть правда. This tells us what is wrong. И это говорит нам, что неправда. This tells us how to think. Здесь говорится, как нужно думать. This tells us how to live. Здесь говорится, как надо жить. This tells us how to be. И здесь говорится, каким надо быть. But these people are learning, Но эти люди, они учатся, but they resist the truth. но они отвергают истину. Notice it says about their faith in verse 8 Посмотрите, что говорится о их вере в 8 стихе. that it is worthless, Что она ничего не стоит. that it is vain. Что она пустая. And then Paul begins to turn, И затем Павел начинает обращение. and he says in verse 10 И в 10 стихе он говорит, that you have fully known me. что вы знали меня You полностью. knew my teaching, Вы знали мое учение, my preaching. мои проповеди. And then notice it says И затем, обратите внимание, that говорится, you've known my lifestyle что вы знали мой образ жизни, and how I live my life. как я жил свою
свою жизнь. And when we take the teaching of the Word of God, Когда мы берем учение Слова Божьего, when we take the doctrine of the Word of God, когда мы берем доктрины Слова Божьего, when we take the Bible, if you will, если вы хотите, возьмем Библию and we take our life и возьмем нашу жизнь, and our lifestyle и наш образ жизни, and our thinking и наше and our мышление, speaking, и наш разговор, and when you bring those together, и когда вы соединяете это вместе, they need to match. они должны совпадать. And so many times, И так часто, when the Scripture comes, когда Писание приходит, our lifestyle и наш образ жизни doesn't match the Word of God. не совпадает с Словом Божьему. And if we don't match the Word of God, И если мы не совпадаем к Слову Божьему, we are living a lie. мы живем ложью. We are deceiving ourselves. Мы обманываем себя. We're living a hypocritical life. Мы живем лицемерной жизнью. The Word of God does not move. Слово Божье не изменяется. No matter if it's 1990 or 2014. Неважно, это 1990 год или 2014. The Word of God is the same for everybody. Слово Божье то же самое для каждого. But our life is in flux. Но наша жизнь, она двигается. But Paul says, you knew my teaching. Павел говорит, вы знаете мое учение. And you knew my lifestyle. Вы знаете мой образ жизни. And they were the same. И они были такими же самыми. Is that true of your life? Является ли это правдой по отношению к вашей жизни? That your lifestyle, Что у вас образ жизни, that which you love, то, что вы любите, that which you do, то, что вы делаете, who you are, кем вы являетесь, it matches up to the Scriptures? совпадает с Писанием? Or are you described in these first 5 verses Или вы находите себя описанным в этих первых 5 стихах, as a lover of self, которые самолюбивы, a lover of money, которые любят деньги, a lover of pleasure? которые любят удовольствие, Or are you a lover of God? или вы являетесь любителем Бога? And if you say you are a lover of God, Если вы говорите, что вы любитель Бога, then you must be тогда вы должны быть a lover of His Word. должны быть любителем Его Слова. Let us stand to our feet. Давайте встанем на ноги Come for prayer. и подойдем к молитве. Let us pray. Будем молиться. человеке, когда он был очень болен, лежал на одре болезни, умирал, он позвал своего слугу, не помню его имени, но и говорит: принеси мне книгу. Он спросил: сэр, господин, какую книгу, у вас такая большая библиотека? Человек сказал ему: есть только одна книга, принеси мне эту книгу. Это была Библия. Слава Богу сегодня за это служение, за слова, которые Духом Святым были сказаны каждому сердцу. О Библии, о Слове Божьем. И зачастую некоторые люди говорят, что в Библии нет конкретных указаний или рекомендаций, как вот это или это сделать, потому что мы живем в современном мире. Библия писалась очень давно. Но Библия сама говорит о себе, и Иисус Навин в 1 главе написано, чтобы мы поучались, чтобы исполнять все, тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно. Эти несколько служений, которые брат Уэйн был здесь у нас и в четверг, и в воскресенье,
Много было сказано о людях, о Данииле, о Иосафате, царе, которые избирали путь, которые делали решения. И также сегодня было сказано о Тимофее. Павел писал Тимофею. И мы видим и знаем, как Даниил решил в сердце своем, поставил или держал в своем сердце это, чтобы не оскверниться из этого, когда он был в плену с этими молодыми людьми. Также Иосафат, как он делал хорошее решение, и в один момент он сделал плохое решение, это были последствия на всю его жизнь. И Павел также пишет Тимофею о слове, которое научает нас, которое обличает, которое исправляет, наставляет в праведности. Любое решение, которое мы делаем, зависит от того, что наполняет наше сердце. Куда бы мы ни хотели пойти, что-то сказать или не сказать, сделать или не сделать, пойти туда или не пойти, может быть вообще не сказать, может быть вообще не сделать это, или найти другое время, чтобы сделать. Чем заполнено наше сердце, тем мы и движем. И пусть благословит нас всех Бог в этот воскресный день. Благодарность также и за... Сестра Неля также говорила о служении в Молдавии. И также, знаете, Слово Божье, когда наше сердце наполнено, мы не можем молчать, и мы говорим людям об этом. И пусть каждый себе задаст вопрос, говорим ли мы, встречая, может быть, на своих работах, может быть, мы много лет уже видим, знаем человека, но никогда ему не засвидетельствовали. И как у пророка Иеремии было написано, что он решил однажды не говорить, но он не мог говорить, не говорить, потому что у него сердце было переполнено, и он говорил о Боге. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы могли говорить о Боге в это последнее время с людьми, с которыми мы встречаемся. Потому